мы это деньги накопим. Мы его копим в банке за счет 10% для будущего. Мы каждый месяц откладываем по 10%, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, до тех пор, пока не накопим годовой расход нашего семьи. Когда у нас годовой расход семьи накоплена, она наличным образом, и внимание, эта сумма наличная у вас стоит в банке. Уловили? Это даст вам некую уверенность. Не надо. Начните покупать мелкие мечты из того, что стоит дешевле. Например, техника вы написали на $100. Потом мебель написали $1000. Потом ковер $200. Вот накопилось $100, пошли купили технику. Накопилось 200, пошли купили ковер. Дальше копится на мебель. Вот пока не накопилось, не надо купить. Накопилось, идите купите. Просто фокус держите на доход. Вы согласны, что чем больше вы зарабатываете, тем больше на мечту попадет цифра? Да. А теперь, знаете, у богатых людей есть отличие от бедных людей. Потому что они все делают системно. У них есть четкие понятия системы. То есть некий механизм, который четко определяет, как именно надо делать. Смотрите, либо вы работаете на ваше имущество, либо имущество работает на вас. Надо научиться, чтобы имущество на вас работало. Я повторю, надо, чтобы имущество на вас работало. Когда человек станет богатым, когда все активы, то есть все имущество превращают в актив, которые на него работают. Например, машина, которую вы покупаете, смотрите, у богатых есть система. Машина, которую вы покупаете, должен иметь стоимость 2 месячного дохода. Максимум 2,2 месячного дохода. Но он не должен быть больше 2,5 месячного дохода. Например, если человек зарабатывает $1000, его машина должен быть стоимостью $2000. Но максимум 2,400, но не больше. Уловили? Почему люди бедные? Почему у нас в нашей стране люди не растут? Мы же не бездельничаем, мы очень много работаем. Но почему ничего не изменится? Потому что доход у нас $500, машина $7000. Да. И что мы делаем? Мы купим машину. Купить машину одно, содержать другое.